флоте осуществляется подготовка офицерских кадров для эксплуатации новейших типов ракетных комплексов, позволяющих решать задачи национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации. На Красной площади военнослужащие воздушно-десантных войск открывают прохождение курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова под руководством начальника училища генерал-майора Алексея Рогозина. В разные годы более 50 тысяч выпускников своим героизмом и мужеством ковали славу воздушно-десантных войск. 135 из них стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Проходит 331-й гвардейский Костромской парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии. Во главе парадного расчета полковник Олег Шмелев. Полку свято чтут память о боевых подвигах ветеранов войны при освобождении Венгрии, Чехословакии и Австрии. В этом году исполнилось 20 лет подвигу военнослужащих 6-й роты, принявших неравный бой с превосходящими силами противника. За мужество и героизм 22 десантникам 6-й роты присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. На марше Московский пограничный институт ФСБ России. Возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. Воины-пограничники продолжают стоять на страже государственной границы и надежно ее охраняют. На Красной площади парадный расчет инженерных войск. Возглавляет парадный строй полковник Александр Малков. В его составе лучшие воины 1-й гвардейской инженерно-саперной Брестско-Берлинской бригады и 45-й гвардейской Берлинской инженерной бригады. На Красной площади парадный строй войск авиационной, химической и биологической защиты. Слушатели военной академии имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. Выпускники академии достойно выполняют свой воинский долг, решают задачи в составе гуманитарных миссий. Проходит парадный расчет войск связи. Их представляют курсанты военной академии связи имени маршала Буденного. ХХРУ. Работа в твоем городе. Ищу людей на ХХРУ. Набираем команду в новый магазин. Зарплату 2 раза в месяц, точно срок. У нас все просто. Созвонились, договорились, выходишь. Работа есть всегда. Бери и делай. Мы работаем на результат, поэтому нужны профессионалы. По итогам выполнения плана принято. Я ищу тебя. На ХХРУ. Российской армии. Полковник Игорь Орлов. За весомый вклад в дело победы 29 мимо трибун проходит батальон железных. Получили высокое звание войск, герои состав парадного расчета и герои лучшие военнослужащие отдельных железнодорожных бригад. Парадный строй возглавляет командир 38-й бригады, полковник парадный расчет Академии гражданской защиты. За весомый вклад в дело победы возглавляет 29 военнослужащих железнодорожных войск получили высокое звание. В этом году исполняется 30 героев социалистического труда и героя Советского Союза. Ситуация. На главной площади страны проходит парадный расчет Академии гражданской защиты «Отечественное служение». Имени возглавляет парадный расчет начальник Национальной гвардии генерал-лейтенант Виктор Пасечник. Командует парадным расчетом командир дивизии
Генерал-майор Дмитрий образования Министерства очень чрезвычайных ситуаций. Военнослужащие дивизии бросали к подножию мавзолея знамена и штандарты поверженных фашистских частей. Проходит парадный расчет отдельной дивизии оперативного назначения на главной площади Дзержинского. Войск национальный второй гвардии Российской Федерации. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Черепан. 75 лет назад 34 военнослужащие дивизии удостоены звания к подножию мавзолея Советского Союза. Знамена и штандарты кавалерами ордена славы поверженных фашистских частей. На Красной площади парадный строй 4-й. На главной площади страны парадный расчет Андропова. Второй гвардейский командует парадным расчетом командир дивизии стрелковой Таманской дивизии Владимир Завадский. Имени Калинина. В годы войны возглавляет строй генерал-майор Евгений Никитин. Фронтовых операций. В годы войны 34 воина-таманца удостоены звания Герои Советского Союза. Пешую часть пятеро стали курсантами ордена славы общемирового. На Красной площади парадный строй 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии имени Андропова. Командует парадным расчетом командир дивизии полковник Владимир Завадский. В годы войны танкисты-кантемировцы участвовали в важнейших фронтовых операциях по освобождению европейских государств. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. За время проведения парадов на Красной площади кремлевские курсанты пропустили только один в ноябре 1941 года, когда отдельный курсантский полк покрыл себя неувидаемой славой, встав стеной на пути врага, не дав ему прорваться к столице. 811 курсантов сложили головы в боях за Москву. Мужество, героизм и самоотверженность были всегда присущи кремлевцам. Подтверждением этому 109 выпускников училища, получивших за свои подвиги и ратные дела высокие звания Героя Советского Союза, России и социалистического труда. Музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное обеспечение парада по традиции возложено на сводный военный оркестр Московского гарнизона. Дирижирует оркестром главный военный дирижер, заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин. В ходе парада оркестром исполняется более 50 маршей и музыкальных произведений. Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. В ее составе боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения. Право провести историческую часть парада предоставлено военнослужащим 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии, которой командует генерал-лейтенант Сергей Кисель. На танках Т-34. За годы войны танковая армия с боями прошла от Курска до Берлина, уничтожив более 7 тысяч танков, самоходных орудий и бронетранспортеров.
Т-34 сменяет парадный расчет самоходных артиллерийских установок Су-100. Командует парадным расчетом лейтенант Егор Надин. Главными задачами артиллеристов-самоходчиков во время войны были уничтожение танков противника и огневая поддержка войск. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. Открывает прохождение колонна бронированной колесной техники 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. В ее составе бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» с различными боевыми модулями дистанционного управления. Во главе колонны подполковник Анатолий Васин. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М с новым боевым комплексом «Бережок» и БМП-3, оснащенные комплексом динамической защиты, позволяющим многократно повысить возможности по сохранению личного состава на поле боя. Возглавляет парадный строй майор Игорь Матвеев. На брусчатке Красной площади новейший зенитный артиллерийский комплекс «Деривация ПВО», а также боевые машины пехоты на базе платформ «Курганец-25» и «Армата» с боевыми модулями «Эпоха» и «Кинжал». Во главе расчета подполковник Сергей Салахутдинов. На брусчатке Красной площади колонна боевых машин поддержки танков. Их основная задача в бою – огнем поддержать танкистов. Возглавляет парадный расчет капитан Алексей Тихонов. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3 первого гвардейского Чертковского танкового полка. Командует парадным расчетом капитан Ренат Рафиков. На брусчатке колонна газотурбинных танков Т-80 БВМ 200-й отдельной Печенской мотострелковой бригады во главе с капитаном Александром Корнишиным. Как и в годы войны, военнослужащие бригады продолжают надежно стоять на страже российского Заполярья. На Красной площади колонна 27-й гвардейской Севастопольской бригады. В ее составе современные образцы российской бронетехники. Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». Командует расчетом майор Константин Усольцев. Ракетные войска и артиллерию вооруженных сил Российской Федерации представляет колонна 236-й артиллерийской бригады в составе 152 миллиметровых самоходных гаубиц М-100С и коалиция СВ. Командует парадным расчетом майор Михаил Малинин. Повышенная скорострельность и новейшие способы управления огнем позволяют артиллеристам решать любые задачи на максимальной дальности. На Красной площади дивизион реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» 439-й гвардейской
Перекопской реактивной артиллерийской бригады. Возглавляет парадный строй майор Дмитрий Абакумов. На брусчатке Красной площади дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской ракетной новороссийской бригады. На боевом знамени бригады 7 орденов, полученных за освобождение Новороссийска, форсирование Днепра, Одера, взятие Берлина. Во главе парадного расчета майор Илья Лобачев. На Красную площадь выдвигаются парадные расчеты противовоздушной обороны сухопутных войск в составе зенитного ракетного комплекса ТОР-М2, гвардейского Тарнопольского полка и БУК-М3 35-й зенитной ракетной бригады. Командует парадным строем подполковник Александр Малявин. Боевые возможности комплекса позволяют гарантированно уничтожить любую воздушную цель. На марше колонна пусковых установок из состава зенитной ракетной системы С-300В4. Возглавляет колонну 77-й зенитной ракетной бригады подполковник Дмитрий Гордей. Главная задача системы – защита войск от аэродинамических и баллистических целей на максимальной дальности и высоте. Мимо трибун проходит техника воздушно-десантных войск 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии в составе БМД-4 и БТР МДМ «Ракушка». Ведет колонну подполковник Дмитрий Томин. На Красной площади колонна модернизированных тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А первой мобильной бригады войск радиационной, химической и биологической защиты. Возглавляет колонну капитан Евгений Спицын. На брусчатке Красной площади представлены перспективные образцы огнеметной системы ТОС-2 на базе автомобиля «Урал» с повышенной дальностью стрельбы и боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, которые позволяют с максимально заданной точностью и дальностью устанавливать мины на поле боя. Возглавляет колонну майор Ильнур Мингазов. На марше зенитные ракетные комплексы воздушно-космических сил. Открывает прохождение колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов различной модификации под руководством подполковника Александра Путачева. В ее составе модернизированный комплекс «Панцирь-СМ» и его предшественник «Панцирь-С». Замыкает колонну арктический вариант комплекса «Панцирь-СА». В составе парадного расчета комплексы С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф» 606-го гвардейского зенитного ракетного полка под руководством майора Дениса Двоишова. Возможности комплекса не может превзойти ни одна система ПВО зарубежных стран.
На Красной площади дивизион берегового ракетного комплекса «Бал», 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Северного флота. В составе колонны командный пункт управления и связи, боевые пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины. Комплекс способен уничтожить любую морскую цель и надежно обеспечить прикрытие побережья страны. Возглавляет колонну подполковник Дмитрий Скобельников. На Красной площади колонна бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун» военной полиции. Механизированную колонну возглавляет майор Павел Максимов. Особенно хорошо бронеавтомобили зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике при сопровождении военной полиции, колонн с гуманитарным грузом, совместном патрулировании на дорогах и блокпостах. Мимо трибун проходит механизированная колонна Росгвардии. Возглавляет колонну капитан Алексей Червер. На вооружении войск Национальной гвардии отечественные бронированные автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал», которые позволяют решать служебно-боевые задачи в любых сложных условиях, обстановке и местности. На Красной площади механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. Командует парадным расчетом 54-й гвардейской ракетной дивизии подполковник Евгений Гончаров. Ракетный комплекс «Ярс» обладает возможностью скрытного рассредоточения на больших территориях и преодоления существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. В основе конструкции возможность замены боевых модулей и надежная броневая защита личного состава. Начинается авиационная часть парада. Сегодня утром 75 вертолетов и самолетов воздушно-космических сил России, взяв старт с 8 аэродромов, собрались в одной точке ближнего Подмосковья, чтобы единым строем пройти над Красной площадью. Высота пролета авиационной техники от 150 до 400 метров. Скорость от 200 до 500 километров в час. Открывает воздушный парад группу в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и 4 вертолетов Ми-8 АМТШ. Ведущий группы подполковник Сергей Поляков. Продолжает парадный строй группа в составе 5 ударных вертолетов Ми-35М. Ведущий группы подполковник Геннадий Голиков. В небе 5 вертолетов К-52 «Аллигатор». Ведущий группы полковник Василий Клещенко. Над Красной площадью пилотажная группа «Беркуты». На вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Ведущий группы полковник Андрей Попов.
воздухе авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50У, способный сопровождать одновременно более 50 целей. За штурвалом подполковник Вячеслав Левченко. В небе Москвы звено из 3 военно-транспортных самолетов Ил-76МД, способных доставить более 40 тонн грузов в любую точку мира. Возглавляет группу майор Сергей Мельников. В небе группа из 3 турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолет является составной частью стратегических ядерных сил. Ведущий группы подполковник Сергей Ильин. В парадном строю пролетают сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Возглавляет группу майор Алексей Валянский. Летчики майор Андрей Парусинов и подполковник Андрей Поздняков демонстрируют дозаправку стратегического ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера Ил-78. В воздухе 4 модернизированных истребителей МиГ-29 СМТ. Возглавляет группу подполковник Георгий Дедио. Следующий строй представлен 4 модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Ведущий группы подполковник Герман Анафов. В небе группа тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31К. Глубокая модернизация и перевооружение на ракеты «Кинжал» сделали авиационный комплекс грозной сдерживающей силой. Ведущий группы майор Евгений Шалагин. Пролетает строй истребителей 5-го поколения Су-57. Ведущий группы подполковник Владимир Волонсков. В боевом порядке тактическое авиационное крыло Красной площади подходит группа из 10 самолетов. В ее составе бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Ведущий группы полковник Юрий Грицаенко. В небе уникальные пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» в составе Кубинского бриллианта на истребителях Су-30СМ и МиГ-29. Возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. По традиции замыкают парадный строй воздушно-космических сил России 6 самолетов-штурмовиков Су-25БМ, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу полковник Александр Котов. В финале военного парада сводный оркестр исполнит песню «День Победы».
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершается. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 75-я годовщина Великой Победы! Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура!